Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных событиях. Новый год в золотодобывающей компании «Полюс Алдан» начали с пуска в работу новой мощной техники и горного оборудования. Целесообразность проведения укрепительно-восстановительных работ отсутствует. Зданию сегодня 80 лет, оно 41 года постройки. Наконец определилась судьба центральной, но аварийной школы столицы. Она пойдет под снос, освободив место для строительства нового здания. Вопрос увеличения заполняемости залов, театров и кинотеатров рассмотрят в регионе. Оценку такой возможности даст глава Якутии. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией. Она будет действовать до 16 февраля. Напомним, авиасообщение со страной было приостановлено с 22 декабря из-за выявленного в стране нового штамма SARS-CoV-2, который на 70% заразнее предыдущего. 28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что служба пока не фиксирует распространение британской мутации вируса в России. Владимир Путин подписал указ о выплатах военным медикам за работу с COVID-19. Сотрудникам МВД и ФСИН выплатят 68 811 рублей, если они заразятся коронавирусом при исполнении должностных обязанностей. В документе говорится, что деньги получат врачи и медперсонал, которые оказывают помощь пациентам с ковидом или подозрением на него, а также перевозят таких граждан к месту оказания им медицинской помощи. Всего 636 выездных рейдов соблюдения санитарно-гигиенических правил провели с 25 по 31 января в республике на предприятиях торговли, общепита и в учреждениях культуры. Проверки прошли в Якутске, а также в Алданском, Булунском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Аймиконском, Алекминском, Среднеколымском, Татинском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Хангаласском районах. В результате составили 32 акта комиссионного осмотра и 4 определения. В суд направили 48 административных дел. Кроме того, провели 305 профилактических бесед. Упростить процедуру признания дома аварийным предложили в Минстрое России. Соответствующую госуслугу переведут в электронный вид. Документ предусматривает, что региональные власти либо будут оформлять акт и заключение межведомственной комиссии, либо специализированной организации по результатам проведенного обследования. После этих действий начнет формироваться электронный реестр указанных документов, включат в реестр и распоряжение органа исполнительной власти, принятое на основании заключения межведомственной комиссии. Документы по запросу будут предоставляться заявителю в электронном виде или же на бумажном носителе. Судьба аварийного здания одной из центральных школ столицы, номер 1, наконец-то приобрела финальное очертание. В ней прошло рабочее совещание с педагогическим и родительским коллективами. Так комиссия пришла к выводу, что укрепительно-восстановительные работы в старом здании проводить нецелесообразно. Тем самым на месте снесенного здания, которому, к слову, в этом году исполняется без малого 80 лет, будет построено новое. По предварительным расчетам, на 180 мест с выпуском рядом стоящего бывшего здания кафе для организации еще дополнительных мест для обучения детей. Евгений Григорьев отметил, что количество учеников в 2022 году уже перевалит за 50 тысяч, поэтому вопрос строительства школы в центральной части Якутска должен рассматриваться. Из замечаний экспертов мы сегодня делаем вывод, что целесообразность проведения укрепительно-восстановительных работ отсутствует. Зданию сегодня 80 лет, оно 41 года постройки, и имеет смысл построить на его месте новое здание. Плюс мы рассмотрели возможность строительства здания над Талым озером и возможности переноса объектов дополнительного образования в здание Ниагары, которое есть сегодня в муниципальной собственности. То есть мы ищем возможные варианты выхода из ситуации. Вопрос должен быть решен. Новый год в золотодобывающей компании «Полюс Алдан» начали с пуска в работу новой мощной техники и горного оборудования. Эта традиция существует уже несколько лет. Какой прирост показателей влечет за собой модернизация производства, узнал наш корреспондент Руслан Павлов.
Новый большегрузный карьерный самосвал выезжает из производственного бокса. Свои первые километры он пройдет в тестовом режиме. Несмотря на то, что импортные титаны выполнены с учетом использования в северных условиях, они требуют особого отношения. Кабины машин уже снабжены оборудованием, благодаря которому в январский мороз и в июльскую жару внутри одинаково комфортно. Но многое зависит от того, как водители разбираются в особенностях работы с электроникой. Для этого уже по традиции они принимают участие в тестировании и выводу на линию новой техники. В этом году получили 4 автосамосвала, 2 запустили в работу, 3-й самосвал заканчивает регулировку, а это 4-й самосвал, происходит сборка. Традиционно она происходит, сервисные инженеры плюс наши сотрудники, которые в будущем будут работать на этих автосамосвалах. Совместная сборка позволяет повысить качество, лучше узнать автосамосвал для бесперебойной работы и безаварийной в дальнейшей эксплуатации. В конце декабря прошлого года в Полюс Алдан поступило 7 единиц горной техники, в том числе 2 экскаватора, 1 погрузчик и 1 грейдер. Данная техника собирается в боксах другого подразделения «Рудник Куранах». Работа идет полным ходом. Отлаживаются все узлы и системы, монтируется противопожарное оборудование. На текущий момент большая часть оборудования находится на этапе сборки, плюс дополнительное оснащение дополнительным оборудованием. Это как централизованная система пожаротушения и видеонаблюдения. Буквально на днях запустили новый экскаватор PC-1250. Сейчас в этапе обкатки. Как показывает машина себя? Отлично. За последние 5 лет парк горнотранспортного комплекса обновился на 85%, что способствует укреплению материально-технической базы и росту производственных показателей. За прошедшую пятилетку добыча и перевозка руды возросли на 79%, производство золота на 67%. Это современные машины, которые адаптированы к условиям севера, которые могут работать при низких температурах. И пример вот этой зимы показал, что при температуре минус 50, минус 55 даже, техника вся была на линии, вся техника работала. Естественно, режим немножко снижали, но тем не менее компания работала. Программа развития Полюс Алдан 2021 года еще более насыщенная. Продолжается реализация стратегических проектов по увеличению производительности, наращиванию объемов опережающей эксплуатационной разведки и геолого-разведочных работ. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин. Поселок Нижний Куранах, Алданский район. Мирнинский театр приобрел новый автобус для гастролей по республике. Эта модель «Фокс-Бас» для междугородних перевозок пассажиров прибыл в город Мирный из Нижегородской области, где он был произведен по специальному заказу театра с учетом особенностей гастрольной деятельности учреждения. Теперь на своем собственном автотранспорте актеры смогут с комфортом ездить даже в отдаленные районы Якутии. Вместительный салон на 26 посадочных мест и увеличенные багажные отсеки позволят без труда перевозить декорации и необходимое оборудование для спектаклей. У него очень большое багажное отделение, да, то есть мы можем часть декораций возить с собой, легких, да, то есть негабаритных. Это очень удобный автобус и теплый. Мы начнем с того, что он по республике, особенно и выезжая в районы, даже вот здесь, если мы недалеко отъедем, уже все равно уже холодно. И если бы не пандемическая ситуация, мы бы уже в январе выехали на гастроли по району. В Якутии рассмотрят вопрос о повышении заполняемости театров и кинотеатров. Глава Якутии Айсан Николаев даст оценку предложению о повышении процента заполняемости с 50 до 70%. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов. Рассмотрение назначено на 15 февраля. В принятии решения будут учитываться как текущая эпидобстановка, так и активная вакцинация населения. Государственный театр юного зрителя республики готовится к премьере «Супруги Орловых», так называется спектакль. Уже прошел первый прогон, то есть спектакль полностью показали перед выходом. «Супруги Орловых» – это русская классическая проза, написанная еще в 1897 году великим русским писателем Максимом Горьким. Главными персонажами рассказа является супружеская пара Орловых – Григорий и Матрена. Они ведут беспросветную жизнь, которая однообразна и сера. Существовавшие Орловых
кардинально меняется во время начала эпидемии холеры, когда по инициативе Григория они попадают в барак, чтобы ухаживать за больными. Семья Орловых будет идти на якутском языке. Премьера состоится 4 февраля в Русском драматическом театре имени Пушкина. В спектакле «Супруги Орлова» есть две темы. Это тема судьбы и тема болезни. На самом деле есть такое понятие, люди все многие говорят, рок судьбы. А я так не считаю, потому что все зависит от самих нас. В спектакле это очень показано. Герой сам принимает решение, руководствуясь своим моральным компасом. Среднемесячная температура января в Якутске составила минус 44,5 градуса. Она была одной из самых низких за последние 30 лет. Ранее самая низкая среднемесячная январская температура была зафиксирована 26 лет назад, в 1994 году, и составила минус 45 градусов, сообщили в научно-исследовательской лаборатории по изучению климата СВФУ. Особенностью этого месяца стало то, что январь 2021 года не дал горожанам ни единого дня передышки. Мороз стоял в течение всего месяца. Также в сообщении сказано, что февраль в Якутии теплее января на 5-8 градусов. Средняя месячная температура воздуха в большинстве районов в течение этого месяца составит минус 33, минус 38 градусов. Оазис среди северного безмолвия, придающий заряд энергии. Так называют удачницы бассейн «Русалочка» культурно-спортивного комплекса. Помимо секции плавания для детей, там возобновили работу группы аквааэробики для взрослых. Тренируются удачницы под руководством опытного тренера. Ирина Балкова побывала на одном из занятий. Легкая динамичная музыка, журчание воды, устремленный взгляд на тренера. Занятия аквааэробикой больше напоминают танцы на воде. Я чувствую себя потом какой-то подтянутой, легкой, приятная усталость. Прям, не знаю, ощущения непередаваемые. Для Светланы Никифоровой занятие спортом – дело привычное, но все же предпочтение женщина отдает водным видам. Как только услышала, что в бассейне заработала группа по акваэробике, не задумываясь, записалась. Я после посещения ощущаю прилив сил и в то же время усталость. Я думаю, это самое правильное, когда ты не нагружаешь свои суставы. И вообще очень тяжело здесь вроде бы кажется, что на самом деле легко, на самом деле очень тяжело это выполнять. Марина Нахаева начала заниматься аквааэробикой еще в 90-х. После был длительный перерыв. Девушка решила поэкспериментировать, вспомнит ли ее мышечная память все, чему училась она раньше. Этого не произошло, но поверьте мне, абсолютно неважно, умеешь ты плавать, либо нет, ходил ты раньше или нет, это классно. Это здорово, я действительно всем искренне желаю обязательно сюда прийти хотя бы один раз, и я уверена, что второй раз вы обязательно захотите посетить это место. Заниматься аквааэробикой может любой желающий. Мы, соответственно, подбираем комплекс упражнений непосредственно для различного возраста и с различными заболеваниями, скажем так, у женщин. Оплачивать за занятия можно каждое посещение. Также можно приобрести вот такие сертификаты, которые включают 8 походов в бассейн. Кстати, в преддверии 23 февраля и 8 марта это будет замечательным подарком для ваших любимых, для кого спорт является неотъемлемой частью их жизни. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.